Премьера концерта для саксофона, струнных и ударных инструментов известного крымско-татарского композитора Мирзия Халитовой была представлена на 26-м международном фестивале Music Fest в Национальной филармонии Киева. На фестивале побывали наши корреспонденты. 26-й международный фестиваль Music Fest 2015 открылся вечером премьер, собравшим полный зал зрителей. В программе впервые прозвучали разножанровые произведения современной академической музыки. У всіх фестивалях беруть завжди участь провідні всі колективи, всі оркестри, Національний симфонічний, оркестр радіо, оркестр філармонії, Київська камерата, багато хорів і так далі. І представляється сучасна академічна музика. І мені дуже приємно, що такий композитор, як Мирзия Халитова, яка представляється завжди в наших фестивалях, вона дуже відомий композитор, і Назим Амедов. Второе отделение концерта началось с исполнения концерта для саксофона, струнных и ударных инструментов крымско-татарского композитора Мирзии Халитовой. Самого композитора на концерте не было. Солист, исполнявший с концерта партию саксофона, заслуженный артист Украины Александр Рукомойников говорит, что ритмичная организация крымско-татарской музыки немного непривычна для него. В принципе, музыка мне близка и знакома, потому что так как я занимаюсь джазовой музыкой, преподаю джазовую музыку в Институте музыки Глиера, то ритмическая организация 5/8, переменные размеры, они достаточно мне близки и понятны. Вот. Ну, пришлось, конечно же, порепетировать. Большая благодарность Владимиру Александровичу Шейко за то, что он подготовил оркестр, потому что там есть что поиграть. Зелявер Османов по профессии музыкант. В Киеве уже много лет. Он старается не пропускать такие концерты, особенно, когда в них принимают участие крымские татары. Я уже не первый раз на концерте, где исполняется ее произведение. Концерт для саксофона с оркестром – это достаточно, скажем так, редкое событие, тем более в нашей национальной музыке. Очень интересно, конечно. Фестиваль Music Fest продлится до 4 октября. Лилия Зенедин, Эльдар Исматов, Заман АТР.